Центр управления регионом фиксирует сообщения от жителей малых населенных пунктов, которые просят подключить им 4G интернет. Какие планы сегодня по устранению цифрового неравенства в Коми? Что хочется сказать нашим жителям? У нас достаточно большая республика, и действительно есть проблемы со связью. Программа цифрового неравенства, которая предусматривает обеспечение малых населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек, федеральная программа, проводимая под патронажем Министерства цифрового развития Российской Федерации, рассчитана до 2030 года. По итогам голосования 2021 года на республику по квоте выделено 14 населенных пунктов, за которые проголосовало наибольшее количество человек, и которые должны были быть обеспечены сотовой связью до конца текущего года. Но, к сожалению, из-за тех событий, о которых все мы знаем и которые произошли, по объективным причинам Министерство цифрового развития Российской Федерации было вынуждено пересмотреть сроки реализации данной программы, и в текущем году у нас только 2 населенных пункта будут обеспечены сотовой связью. Это село Прокопьевка в Прилузском районе и поселок Илешор в Усть-Вимском районе. Остальные 12 населенных пунктов, которые выиграли голосование в 2021 году, должны быть обеспечены связью до конца марта 2023 года. Давайте конкретно, допустим, укажем, в каких населенных пунктах есть вопросы. Через общественную приемную главы Коми жители прислали нам такую информацию о плохом качестве мобильной связи. Пенсионер Иван Петрович спрашивает, когда решится проблема с сотовой связью и интернетом в их селе Нерица Усть-Илимского района. Ждут улучшения покрытия в деревнях Печорского района. Такая же история в селе Шошка Княжпогосского района. А жители села Вомын Карткировского спрашивают, когда начнется голосование за выбор населенных пунктов для включения в программу устранения цифрового неравенства. В их поселении тоже нет устойчивой сотовой связи и интернета. Трудно дозвониться. Про село Нерица я могу сказать, что этот населенный пункт, как победитель голосования 2023 года, один из победителей голосования 2021 года, попал в программу «Цифровое неравенство» и по планам будет обеспечен связью до марта 2023 года. Это та программа, о которой я говорил в ответе на предыдущий вопрос. По остальным населенным пунктам я на данный момент затруднюсь ответить, но мы что можем сказать? Но все остальные 12 пунктов, они будут подключены в 2023 году. Да, они должны быть подключены в 2023 году. Программа, еще раз, не остановлена, она продолжается. Определяются сроки для проведения голосования на последующие периоды. Соответственно, мы не теряем надежды. Кроме того, Министерство цифрового развития прорабатывает и иные механизмы обеспечения жителей населенных пунктов качественной связью. Разные проекты находятся на рассмотрении, некоторые уже реализованы, некоторые находятся под еще раз рассмотрением. Мы верим, что все жители населенных пунктов Республики Коми будут с качественной связью. Кроме программы устранения цифрового неравенства, есть еще другие возможности? Есть разные способы. Когда-то обращаются операторы сотовой связи с предложением по проведению связи в том или ином населенном пункте по своим интересам. Если это соответствует интересам жителям, конечно же, мы оказываем здесь всяческое содействие. Есть варианты государственно-частного партнерства, один из которых был не так давно в этом году реализован в Усть-Куломском районе. Мы постоянно мониторим передовой опыт не только здесь у нас, но и по коллегам из других регионов и смотрим, что мы, располагая нашими финансовыми возможностями, можем реализовать в республике.